небо, вот такие серые тучи, плюс 7 градусов, вот видите на башне, 720 миллиметров ртутного столба, время 14:42. Все, что успел прочитать, все вам выложил. По прогнозу пока ничего такого нам тепла не предвидится, но надеюсь, к концу недели это все рассосется, тучи разойдутся и мы опять увидим летнее солнышко. А мы едем по делам, мы едем по магазинам, надо кое-какие запчасти прикупить. Вернее, нам нужно обменять запчасти. Вот купили вот такой вот подшипник Suzuki. А он чуть-чуть не подходит, прям немножко совсем. Ну, постараемся сейчас. Подъедем в магазин, или сдадим этот, или обменяем на новый. Вот такие вот дела. Это мы едем по шоссе Кирова. Вот тут у нас перекресток с Ленинградским проспектом, который плавно переходит вот сюда, в Вилюйское кольцо. Дальше не знаю даже, как это, Вилюйское кольцо улицы, я не знаю. Друзья, заметно, да, лето как преобразило облик нашего города. Еще недавно совсем были голые деревья, а теперь, смотрите, это просто лес, просто сплошной лес. Кстати, этот лес был недавно посажен, буквально в течение вот, лет 5 ему всего лишь. Эта посадка была сделана, и она вот как разрослась. Очень густая посадка такая, она просто, я не знаю, там можно зайти и заблудиться в этом лесу. Вот, на Вилюйском кольце тоже, заметьте, вот березы недавно были посажены, но тоже лет 5. А вон довольно такие высокие деревья уже прямо на открытом пространстве. Деревья очень быстро растут. Так. Блин, поменяли большую коробку на маленькую. Сейчас будем проверять эти подшипники по месту. Вроде как подтвердилось, что там не вся ступица меняется, а только один подшипничек. Ну, внутри-то в кабине, конечно, погода налаживается. Очень даже тут у меня тепло, потому что печка включена. Скоро обещают нам вот здесь, вот смотрите, вот на Вилюйском кольце открыть новую АЗС. Заправка будет вот здесь. Вот она обнесена забором, прямо там внутри уже заливают бетонные всякие эти полы. В общем, будет цивилизованная заправка, чуть ли не с магазином, наверное, может быть, где можно зайти, попить кофе, съесть бургер какой-нибудь. А может, мне просто так показалось. Ну так, вроде на вид заправка ничего. Так, что нам новенького обещают на этой неделе? На этой неделе нам обещают на воскресенье закрыть все продовольственные магазины. Сразу же поднялся ажиотаж во всех средствах массовой информации. Да как же мы там целое воскресенье проведем без продуктов питания? Потому что все магазины будут закрыты на санитарную обработку. Это еще одно распоряжение нашего президента. Ну, не ВВ, а этого, Арсена Николаевича. Вот. Это также должно снизить рост обращений граждан в медучреждения с коронавирусом. Ну и, соответственно, статистика сразу должна снизиться. Кстати, статистика довольно-таки хорошо у нас поползла вниз. То есть, допустим, у меня среднее увеличение заболевших было до там 86 человек в сутки. А на сегодня, это по Якутии, а на сегодня, по-моему, 76. Такая вот статистика. Ну, 76 это уже лучше. То есть, кривая преступности ползет вниз. Ну а мы едем дальше. По нашему позавчерашнему видео. Вчера, кстати, был перерыв небольшой. Всем огромная благодарность за просмотр, за комментарии. Комментариев просто вообще шквал. Я уже устал на них отвечать. Но, ребята, молодцы, пишите, не забывайте.
на нашем канале. Это дает нам большущий толчок для развития. Когда YouTube увидит, что мы какая-то движуха на нашем канале, он будет нас продвигать, он будет заинтересовывать людей. Все будет хорошо, и мы будем двигаться вперед. Больше людей будет появляться на нашем канале. Вот смотрите, объект этот новый строится потихоньку, рабочие работают. Это вот объект гостиницы или что это, не знаю, или торговый комплекс возле юбилейного рынка. Дворец спорта Кимберлит, к сожалению, закрыт. Никакие общественные места, спортивные учреждения и так далее пока не работают. Рынок юбилейный работает, все нормально. Открыты все павильоны, кроме, естественно, вернее, проще сказать, которые открыты. Именно торгующие продуктами питания. Только эти павильоны открыты. Кафешки, естественно, тоже все закрыты, кроме вот отдельно торгующие через окошечко на вынос. Там всякие у нас свежая выпечка, шаурма, чехана закрыта. Так, мы выезжаем на улицу 40 лет октября, нам надо в банк съездить, в банк. Погода у нас сегодня 12 градусов, дождя пока нету, вроде не предвидится. На завтра у нас прогноз такой, что будет потепление до плюс 16 градусов. Ясно. В смысле не ясно, а ясно это значит облачности не будет, будет солнце, будет тепло. Завтра будем радоваться лету. На пятницу у нас, к сожалению, опять стоит дождь и понижение температуры до 14 градусов. Вот такие вот дела. Улица 40 лет октября, бывший 9-й магазин, видите? Он теперь стал спортивной школой. Школа боевых единоборств. Когда-то был продовольственный магазин. Много-много-много лет подряд он оставался продовольственным. Девятка. Теперь Девятка называется магазин на рынке. Там Темп открыл свой филиал. Теперь называется 9-й магазин. А мы едем в Алмаз-Сергиенбанк. Что-то мне подсказывает, что он закрытый. Да, блин, он до 3 часов работает всего лишь. Так, что же делать-то? Что же делать? Банк закрыт. Значит, завтра поедем. Вот, блин, суета-сует. Чё им, блин, не работает? Все уже работают нормально, как положено. Нет только вот наш банк. До 3 часов. Ай, беда. Ну ладно, нам нужно было документы туда отдать. Поедем завтра. Так, поехали, никого нету. Блин, понаставили вот здесь на остановках вот этих, блин, торговых павильонов. Вообще непонятно, блин, кто это дал разрешение на такую фигню. Вообще полностью испортили облик города. Ну, как взять на остановке, поставить павильон торговый? Да хоть это кафешка, хоть это магазин, хоть что. Блин, ну, во-первых, некрасиво, во-вторых, они загораживают, блин, здание. Тут библиотека та же сзади стоит за этим павильоном. Какие-то дополнительные, блин, трудности просто создают жителям города. Как можно было это уродливый, блин, остановочный пункт такой поставить? Он просто реально уродливый. В центре города. Ладно бы где-нибудь на окраине там создали, типа, вот теплая остановка. Какая это теплая остановка? Какая-то кафеха, блин. Мало того, она еще абсолютно некрасивая, блин. И, ну реально, блин, как-то выглядит. Вообще не вписывается вообще ни в какой репертуар, блин. Такую фигню, блин, делают эти наши правители. Так,
Так, это что у нас? Банчета. Банчета закрыта. Институт Якутднепроалмаз частично работает. Смотрел недавно, вернее, как не недавно, я сегодня смотрел выступление наших руководителей, директора института Якутднепроалмаз. Ну, если честно сказать, детский сад, детский лепет на уровне детского сада. Что вот, мол, мы, такие хорошие, мы столько лет, наш институт существовал, он такой хороший, он такой нужный, мы без него никак не можем. У нас уже там 3-й или 4-й этап сокращения прошел, и мы снизили численность с 700 человек до 400 уже. И теперь мы вот еще хотим нашу проектную часть перенести в город Новосибирск. Потому что, как объясняет директор, потому что нам очень нужна проектная часть. Нам она так нужна, мы без нее не можем, и поэтому мы переносим ее в Новосибирск. Как так? Мы без нее не можем, но мы ее отправляем в Новосибирск. Зачем она там нужна в Новосибирске? Кому она там нужна? Этого объяснить никто не может. Так и скажите честно, и благородно положа руку на сердце. Вы нам не нужны нахрен. Отправляйтесь в Новосибирск и ищите себе работу там. Вот так надо было сказать, чтобы люди знали и не тешили себя надеждами, что они приедут в Новосибирск и будут там прекрасно себя чувствовать, потому что они будут находиться якобы под крылом Алроса, ну то есть они остаются в составе Алроса якобы, но только на подножном корму. И что если они будут жить в Новосибирске, то они с таким удовольствием и так дешево будут делать проекты для нашей любимой компании, что это будет настолько выгодно содержать там людей, которые там живут, у которых нет ни квартир, ни хрена там нету, понимаете? И никто им не обещает оплачивать там жилье, хотя бы год. Просто, ребята, езжайте в Новосибирск, мы вам будем оплачивать жилье. Так как ваша зарплата там будет намного ниже, там процентов, наверное, ну, грубо говоря, на 30-40% ниже зарплата, им так и сказали. Честно хотя бы сказали, что у вас зарплата будет с коэффициентом не 2,5, а там уже с местным каким-то минимальным. Вот так. Ну, я понимаю, Алрос избавляется от непрофильных активов. Институт ей тоже не нужен, нету таких строительных объемов. Не нужно столько людей. Ну, отправление людей в Новосибирск, вот это полупринудительное, так сказать, я не понимаю. Кому-то это вообще не интересно, понимаете? Там ни жилья, ни родины, ни флага, как говорится. Да, сейчас поеду в Новосибирск, буду снимать там за 20-ку жилье, получать зарплату 60 тысяч. Ну, естественно, что там, 40 остается. Да, для Новосибирска, может, это хорошая зарплата. Ну, людей-то, как бы, получавших всю жизнь нормальную зарплату с северным коэффициентом, это как бы, ну, трудно будет, да, трудно перестраиваться на такой лад. Тем более жить в чужом городе. Ну, было бы нам там по 25 лет, да, могли бы ринуться, как говорится, на освоение не черноземья, на строительство БАМа и так далее. А когда люди уже практически все там, ну, в основной состав, как говорится, не только молодые специалисты, а уже люди за 40, и им куда-то срываться, ехать на пустырь, ну, совсем нам не нравится. Поэтому, друзья, свои комментарии оставляйте, что вы об этом думаете. Ну и не забывайте. У нас процесс рабочий вовсю идет, движется. Так. Все, процесс идет, все нормально. Диски точатся. А мы едем дальше.
преобразилась. Это как называется? Дорога на дачу, да, это? Но это Комсомольская все еще идет? Ну да, по идее. Вон Комсомольская 39. Ну. Злая собака. А где она заканчивается, улица Комсомольская? Внизу, наверное, безымянном доме. Или вот под этой нефтегазовой трубой? Ну, по главной едем, дави. Кочка же. Она вся... Сверху напрыгивает. Тут качкарей наделали вот этих Ага, вот только бы... полицейских. Ну, полицейский, вот сделали асфальт на следующий день буквально, вот только по-свежему, он еще, блядь, не испачкался, да. Тут же про это прохерачили, блядь, чтобы проложить трубу, блядь. А, ну это я помню, было дело, да. Так вот, асфальтированная дорога идет прямо до Это самых... все Комсомольская, вон 65. Да, Комсомольская улица, да. О, смотри, мусорку вывезли. Комсомольская, Офигеть. 75. О, счастье. И вот как только переезжаем этот лог, и все. Монокль. Ну, это по-французски. Все, дорога закончилась. Дальше начинается дачный тракт. Что здесь только нету. Каких только нету фирм. Даже эти, как они называются? ИП. Ну, ЧП. короче, пилорама или как это называется? Пиломатериалы. Не, ну грузовик там мягко идет, так пофиг. Кочки относительно, конечно. Это уже 9-я линия пошла, оказывается. Второй проезд. Упс. Мужик на крузаке. Третий проезд. Непонятно, как это проезд. А, линии вот так идут, Линия вот а идет. так проезды. А у тебя проезд? 9-я линия. Или у тебя уже просто линии? Короче, без бутылки не разберешься, что где-то куда едет. Икс. Тут были попытки заасфальтировать дорогу. Ёбанский городовой, блин. Направо сейчас. Опа! 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 Нормально? Почти асфальт. А мы потом вот здесь развернемся. Все, приехали. Блядь, на чё похожи помидоры, блядь. Эх, какая природа здесь красивая, блин. На дачах, блин, как дышится легко и свободно. А, трава зеленая. Красота. Вот за яйцом на мяско. За яйцом можно съездить. Рыбалка дело святое. А только на чем ехать-то? Знаешь, У тебя машина разве будет готова к выходным? После покраски сразу и обновить ее. Пусть он там дальше стоит.
пересечение улиц Комсомольская и Амосова. Ну, конец рабочего дня, время 6 часов, смотри, какая движуха. Блин, днем ездил по городу, вообще никого нету. Как будто вымерли все. А тут к вечеру, видишь, по магазинам, видимо, кто куда, по нычкам, блин. Друзья, всем, кто досмотрел эту серию до конца, будем вам сообщать новости, будем все показывать, все рассказывать, новости, цены, обзоры. Просто сегодня у нас такая погода, довольно-таки пасмурная, всего лишь около 12 градусов на улице. Поэтому но мы продолжаем снимать, несмотря на погодные явления. Эту серию мы, конечно, заканчиваем. Прощаемся. Всем удачи, хорошего настроения и всем пока.